Всем нам хорошо известен лозунг времен СССР «Догнать и перегнать». Как известно, противоборство с капиталистическим миром перед молодой страной Советов ставило новые задачи по ускоренной модернизации страны, которая не обошла и культурную сферу. Эта идея воплощалась в государственной системе образования, в утверждении в сознании людей марксистской идеологии, а в литературе и искусстве – в принципах социалистического реализма. Страна должна была сформировать новую плеяду советской интеллигенции, которая бы работала во благо коммунистического строя страны. В директивах 15-го съезда ВКПБ по реализации пятилетнего плана народного хозяйства говорилось: в основу плана культурного строительства должны быть положены те задачи народного образования, которые обеспечивают культурный рост широких масс трудящихся. На основе партийных установок был сформирован пятилетний план республики. В области культуры он предусматривал введение всеобщего обязательного начального обучения детей, ликвидацию неграмотности взрослого населения в возрасте до 40 лет, расширение сети школ и учреждений культуры, подготовку квалифицированных кадров, прежде всего из числа татар. В татарской культуре начался в начале 20 века этот взрыв, ренессанс, и он, в принципе, продолжался и в 20-е, и в 30-е годы. Потому что еще в 20-е годы работали и представители художественной культуры старого времени, прошлого времени. И появилась целая плеяда молодых деятелей культуры, искусства, которые создавали замечательные произведения. После революции развитие татарской литературы проходило в сложных и противоречивых условиях. С каждым годом идеологическое давление коммунистической партии сказывалось все сильнее. Целый ряд татарских писателей и поэтов, таких как Гаяс Исхаки, Ризаэддин Фахриддин, Закир Рамиев, Дардмент, Нажиб Думави, после прихода к власти большевиков перестали писать. Большой потерей для татарской советской литературы стала и эмиграция Гаяза Исхаки. За рубежом Гаяс Исхаки, продолжая политическую деятельность, занимал антисоветские, антибольшевистские позиции. Одновременно Гаяс Исхаки пишет и новые литературные произведения, ряд из них он даже предлагал опубликовать на родине. Но по политическим причинам тогда это сделать было невозможно, поэтому его имя на десятки лет для советских читателей оставалось неизвестным. Исхаки уехал уже где-то, по-моему, году в 19-м, он уже покинул Россию и стал жить за границей. Учитывая, что он в ссылке находился одно время вместе с Пилсудским, Исхаки, Пилсудский давал ему деньги, он создал там курсы для тех татар, кто туда приезжал, особенно для молодежи. И очень этим делом прославился. Татарская интеллигенция, она была неоднородной и до революции. Многие представители литературы, музыки, искусства не разделяли, например, в начале 20 века позиции правых либералов, буржуазии. Многие считали себя защитниками трудового крестьянства, относили себя к левым партиям. Гаяс Исхаки себя считал, например, татарским эсером, издавал специальную эсеровскую газету на татарском языке, журнал. А в годы советской власти, в общем-то, было такое искусственное деление. Молодое поколение писателей, поэтов, деятелей искусства очень часто даже огульно приклеивали ярлыки на предыдущие поколения своих коллег. И все же надежда на скорое светлое будущее, духовный энтузиазм вдохновляли многих деятелей культуры. Национальная литература продолжила расти и развиваться, несмотря на сложные социально-политические условия. Заметной фигурой того времени стал Галимжан Ибрагимов. В 1920 году он выпустил первую книгу трилогии «Наши дни». Писателю и художнику давались определенные каноны, за которые он не мог выйти, но тем не менее даже в таких рамках культура продолжала развиваться.
И в этой культуре отражались те события, та история, которая происходила в тот момент в республике, у народа и в стране. Например, в замечательных романах, повестях Галимджана Ибрагимова там отражены процессы классовой борьбы и процессы коллективизации, непростой ситуации в деревне. То же самое можно сказать о замечательных произведениях Карима Тинчурина, который можно даже назвать так прощанием, поэтическим прощанием со старой жизнью и романтическим приветствием новой колхозной действительности, борьбой с пережитками прошлого. Эти пьесы были окрашены великолепной музыкой Салиха Сайдашева, и они не просто завоевали любовь широких народных масс, но они еще влияли на изменение сознания населения, которое постепенно расставалось с религиозными традициями. Именно в 20-е годы на литературном небосклоне появляются такие имена, как Адель Кутуй, Кави Наджми, Мирсай Амир и многие другие классики художественного слова. В мире татарской художественной литературы начинается борьба различных направлений не только за форму, но и за идеологию. Наиболее заметным среди молодых литераторов этого периода был поэт, прозаик и драматург Хади Такташ, обладавший большим разносторонним талантом, выступавший и как литературный критик, и как публицист. Такташа, как и Маяковского, называли поэтом трибуны. Он мог владеть большими аудиториями, был самым настоящим кумиром молодежи. Стоило ему появиться в дверях университета, его тут же окружали студенты. Его стихи знали наизусть уже на следующий день после того, как были написаны поэтом. Его произведения переписывались и передавались из рук в руки. Ветер на улице снег метет, разгребает сугробы ветер. Вот молодец ветер. В древней деревне ветер трясет дряхлые избы эти. Голоден нынче ветер, ветер. Летом 1923 года на страницах периодической печати развернулась бурная дискуссия о соответствии задач театра новым идеологическим требованиям. Обсуждалось, как должен развиваться татарский театр, как использовать творческое наследие прошлого, какому стилистическому течению следует отдать предпочтение. Дискуссию открыла статья Карима Тинчурина «Каким путем должен пойти татарский театр?». Известный драматург считал, что татарское сценическое искусство не должно отступать от принятого с первых же дней существования национального театра реалистического метода отражения действительности. Тут надо понять, как изменился зритель. Если до революции труппа Саяр, да и труппа Нур, она в основном имела дело с просвещенным городским национальным зрителем, татарским зрителем. Это были какие-то купцы, это были приказчики, это были студенты, это были шакирды продвинутых джадидистских медресе. Казань же кипела. В 5 году разрешили издавать газеты и журналы на татарском языке. Сразу их обилие возникло. Сразу возникла профессия национального журналиста. Появились критики, появляется театр, появляются театральные обозреватели вокруг него и другие смежные профессии. Понимаете? А после голода 21 года и, собственно, после революции в Казань пришел сельский житель, активно мигрировал из сельской местности. Татарская профессиональная музыка стала развиваться только после 1917 года. Ведь еще в начале 20-го столетия не было ни одного татарского музыканта с профессиональным образованием. Многовековая музыка татар существовала лишь в форме устной традиции, представленной одноголосными песнями без инструментального сопровождения. В творчестве первых татарских музыкантов, одаренных композиторов-самоучек, таких как Захидулла Ярулин, Султан Габаши, наметились лишь первые ростки профессиональной музыки. Родоначальником же татарской профессиональной оркестровой музыки является Салих Сайдашев. Именно он вводит в татарскую музыку новые формы – арии, дуэты и хоры. Салих Сайдашев всегда помогал искать и растить музыкальные таланты. Народная артистка республики Валия Кайбицкая вспоминает. Театральный техникумга bir kunni Салих Сайдашев келип кирди. Кызлар исәнмесез ди. Я училась в музыкальном училище.
Пришел к нам Салих Сайдашев и спросил, кто из нас поет. Когда подруги сказали обо мне, я смутилась и не сразу решилась спеть перед композитором. Но Сайдашев просто очень подошел к пианино и начал играть. И сказал, а вы попробуйте. Тогда я спела немного. Сайдашев остался доволен и пригласил меня участвовать в спектакле. На следующий день я стояла за сценой и волновалась. Как же спою? Заиграл Салих Сайдашев. Я начала петь песню «Зиляйлюк» на стихи Тукая. Эта песня была моим дебютом. В этот же период начали создавать свои произведения драматурги Тази Гизат и Мирхайдар Файзи, основоположник татарской музыкальной драматургии, автор бессмертной пьесы «Галия Бану». Всеобщий интерес вызывали музыкальные драмы Фатхи Бурнаша. Музыкальные комедии на татарскую сцену принес Карим Тинчурин. Карим Тинчурин вместе с Салихом Сайдашевым придумывают новую модель музыкально-драматического спектакля. Именно эта модель впоследствии станет универсальной у многих мусульманских тюркских народов СССР. Это татарский поэтический спектакль с полноценными ариями. В год создания знаменитой «Голубой шали» Карим Тинчурин напишет еще одну жемчужину татарской драматургии «Жилкен Сезлер» «Без ветрил». Эта пьеса, по мнению критиков, до сих пор не утратила своей актуальности. Писатели, поэты, интеллигенция художественная Татарстана, она все равно оставалась верной классическим традициям. Поэзия Тукая, проза начала XX века, драматургия начала XX века, она все равно продолжала жить немножко в новом качестве. Это красота языка, это особые образы художественные, своеобразный менталитет, это, конечно же, этнографический фон, это прекрасное музыкальное оформление. Поэтому-то эта культура, она очень быстро была принята народом. И она существовала на протяжении всей истории Советского Союза. Она и сейчас популярна. 25 июня 1925 года в культурной жизни Казани произошло невиданное событие. Торжественные мероприятия, посвященные пятилетию образования Тат-Республики, увенчались масштабной премьерой первой татарской оперы «Сания». Предстоящий спектакль воспринимался общественностью как безусловный триумф государственности Татарстана. Премьера оперы «Сания», перед началом которой взволнованно выступил писатель Галимжан Ибрагимов, произошла в переполненном зале в присутствии гостей и представителей зарубежных делегаций, приехавших на первый юбилей Татарской Республики. А началось все со смелой идеи молодого певца и музыканта Газиза Аль-Мухаметова, много гастролировавшего по Кавказу и принимавшего участие в постановке азербайджанских музыкально-драматических произведений. Играя в бакинской опере, Газиз недоумевал, почему же до сих пор этот замечательный жанр отсутствует в передовой для всего тюркского мира татаро-башкирской культуре. Понимая, что его знаний и опыта явно недостаточно для создания масштабного произведения, Газиз в 1922 году решает приехать в Казань с тем, чтобы найти единомышленника, способного приступить к этой сложной работе. Фатиха Амирхана называли патриархом татарской литературы. Он оказывал огромное влияние не только на литературные процессы, но и на национальную культуру в целом. Фатих Амирхан был самым настоящим романтиком, мечтал об идеальном просвещенном татарском мире. Еще в 1911 году Амирхан создает лирическую повесть «Хаят», ставшей классикой татарской прозы, о тревогах девушки-татарки из купеческой семьи, сломленной патриархальными традициями.
Писатель был певцом новых людей начала XX века, что и сделало его кумиром татарской молодежи тех лет. Через несколько лет после революции Фатих Амирхан выразит свое разочарование новой властью. Это было общей тенденцией для всей страны, когда пытались бросить прошлое с парохода современности. Это была такая болезнь детская. Смена формации, смена государственности, появление новых идей. И, конечно, эта болезнь она быстро прошла. Тем более, что писатели старого поколения уже к началу 30-х годов сошли с общественной арены. Были попытки, например, критического отношения к творчеству Фатыха Амирхана, Тукая. Был такой критик Хайреддин Вали, который вообще выступил с оскорбительными высказываниями в адрес Фатыха Амирхана. Но за него вступился Хади Такташ, который назвал Фатыха Амирхана ханом татарской литературы. Это был, конечно, смелый поступок со стороны этого трибуна, молодого поэта, который являлся кумиром для революционной молодежи Татарстана в тот период. Если умеренная оппозиция в годы НЭПа существовала, то в 1927-1928 году ее все, начинается в стране коллективизация, голодомор, а в 1934 году создается Союз советских писателей, организация, которая очень четко регламентирует то, о чем писать пьесы, на какие темы, и где Максим Горький впервые произносит и утверждает, что вот господствующим стилем в искусстве народов Советского Союза становится социалистический реализм. И вот это, конечно, приводит к серьезному торможению в развитии очень многих национальных театров. Почему? И русского в том числе. Потому что, в общем-то, очень многие хорошие авторы перестают попадать на сцену. В начале 30-х годов со сцены казанских театров неожиданно исчезли первые татарские оперы, которые, как известно, шли при полных аншлагах. В 1932 году, не выдержав безосновательных обвинений в контрреволюционности, пантюркизме и султан-галеевщине, республику навсегда покидает султан Габаши. Несколько ранее в Уфу перебрался и Газиз Аль-Мухаметов. В 1938 году этот любимый певец двух народов, педагог и публицист, был арестован и расстрелян, а на его творчество было наложено негласное табу. Очень было жесткое отношение, если мы почитаем литературную энциклопедию, которая выпускалась в 30-е годы, что там пишется о Сагите Рамееве, что там пишется о Фатыхе Амирхане, что там пишется о Тукае, мелкобуржуазный националист и так далее. Это все, понимаете, все были запрещены. Вот Галиаскар Камал как-то всех устраивал своей нейтральностью. Он устраивал и российские имперские власти, все его пьесы проходили цензуру. Он не покушался на территорию таких запретных тем. В 1939 году, когда театру было присвоено это имя, Галиаскар Камал, ему повезло. Его бы, конечно, тоже расстреляли в 1937-1938 годах, но он успел умереть в 1934 году. Абсолютно та же ситуация. В том же году Башкирский академический театр, тоже очень известный, продвинутый театр во всех отношениях, получил имя Мажита Гафури. Мажит Гафури вообще за свою жизнь не написал ни одной пьесы. Но он тоже умер в 1933 году. Он успел умереть, потому что все люди, которые реально стояли у истоков татарского и башкирского театра, были расстреляны к 1939 году. Основным героем наших книг мы должны избрать труд. Человека, который возводит труд на степень искусства, говорил на Первом съезде советских писателей Максим Горький. Метод социалистического реализма, единодушно принятый на съезде инженеров человеческих душ в 1934 году, совсем не предполагал какой-либо свободы. Наоборот, творчество писателей, поэтов, композиторов и художников все сильнее и жестче идеологизировалось. Социалистический реализм в культуре должен был представлять собой новый тип творческого сознания. Так, во всяком случае, говорили сверху. На деле же это было на многие десятилетия вперед официально разрешенное свыше идеологически выдержанное направление в искусстве, запрещающее всякое инакомыслие художественного сознания, при этом с четко отлаженным механизмом государственных заказов. В живописи соцреализм, он что предполагал? Национальное по форме, социалистическое по содержанию.
Вот. И мы видим, что к чему это в дальнейшем привело, да? Социалистическое содержание, значит, изображение доярок, нефтяников, строителей и так далее. А что национальная форма, в чем заключалась? Ну, обычно вот доярок изображали в национальных костюмах. Сами национальные традиции, они как бы исчезали. Кроме того, арабская графика как таковая исчезла с переходом на латинский алфавит, и исчезло искусство шамаили, оно было объявлено религиозным. Темы искусства во всех видах и жанрах как будто предполагали разнообразие. От героики революции и гражданской войны до трудовых будней, подсказанных и выдвинутых партией. Портрет должен был оставаться одним из ведущих жанров. Такова была эта довольно расплывчатая на словах и очень жесткая на деле программа. Официально признанные художники зачастую создавали иллюзорный образ ликующей праздничной жизни 30-х годов, столь несоответствующей действительности. Осталось в искусстве одно направление – социалистический реализм. Многие художники уехали. Баке Идрисович Урманче, он в 1929 году был арестован. Основоположником татарского изобразительного искусства считается Баки Урманче. Именно он открыл татарам доступ к новым формам и образам. Признанный скульптор, известный живописец, он занимался и графикой, в том числе книжной. Кроме того, театральные декорации, эскизы сценических костюмов по мотивам татарского народного искусства, архитектурные проекты. В каждой области проявлялась широкая и яркая, богато одаренная натура этого феноменального художника. В 20-е годы это идеологическое давление и влияние, оно уже было. И многие художники на это отвечали соответствующими сюжетами, прославляющими там и вождей партии, особенно это в 30-е годы было и так далее. Да? А вот Баки Урманче, он умел и как бы с одной стороны и соответствовать общему вот такому, ну как бы течению жизни, потому что, ну, он ведь был очень мудрый человек, он понимал, что невозможно, так сказать, вот бороться в одиночку против там лавины, что называется, да? Но в то же время ему удавалось оставаться самим собой. Он умел выбрать те сюжеты, которые были ему интересны, которые, с одной стороны, отвечали вот как бы общему тренду, что называется, да? А с другой стороны, они воплощали именно то, что было интересно ему. Именно творчество Габдуллы Тукая для Урманче всю жизнь было неиссякаемым источником вдохновения. Художнику принадлежат виртуозные графические серии работ Шурале и Кесекбаш, которые включают сотни листов. Творчество Тукая стало благодатной темой не только для татарских художников. В 1938 году татарский писатель, поэт и драматург Ахмед Файзи совместно с молодым композитором Фаридом Ярулиным приступают к созданию первого татарского балета «Шурале». Татарстанская культура прошла сложный путь. Если в период НЭПа партия еще допускала определенную свободу творчества, то в начале 30-х годов обстановка резко изменилась. Выполнение партийного заказа влекло за собой солидные благие привилегии. Тех, кто отказывался, ждала судьба изгоев. Средства воздействия на непокорных были довольно широки. Разносная критика в печати, запрет на публикацию произведений, политическое шельмование и даже репрессии. Как это было, покажут вехи истории.